Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как днем рыбак утонул на реке Зай. Он уже обессилен, то есть он уже начал кряхтеть. Спасти его очевидцы не смогли. Покажем, в каком состоянии водитель Д уехал в роддом. У меня дочка родилась. А, у вас дочка родилась? А также крупный пожар в поселке Салмычи. Пламя в считанные минуты охватило весь дом, и все, что от него осталось, это гора пепла. Жилой дом сгорел дотла. Это и не только. Прямо сейчас. Сегодня на реке Зай в Нижнекамском районе утонул 49-летний мужчина. Он приехал на берег на рыбалку, но перед этим решил искупаться. Но, доплыв до середины реки, стал уходить под воду. Очевидец, тоже рыбак, нырнул в воду и пытался его спасти. Тащил тонущего к берегу, но не смог. И рассказал Веронике Гайнудиновой, что сам едва остался жив. Я его за руку и боковой плавию, то есть как бы его, ну, А он уже обессилен был? он уже обессилен, то есть он уже начал кряхтеть. Талгат Тажибаев говорит, что мужчина не доплыл до противоположного берега метров 15. Его стало сносить течением. Рассказывает, сам стоял на берегу, рыбачил. В воде купался мужчина. Но доплыв до середины реки, он стал просить о помощи. Рыбак кинулся в воду. Нас обоих начало сносить еще дальше. Я не смог его спасти, вытащить. Как бы он меня начал с собой, я тоже начал тонуть, нахлебался воды. Позже Талгат узнал, что утонувший был его земляком. Он тоже приехал на берег реки Зай из Бугульмы. В такой ситуации рыбак оказался впервые. И очень корит себя за то, что не смог спасти человека. Но сделать больше не мог. Течение здесь сильное, и мужчина быстро ушел под воду. Тело запуталось в лесках спиннинга. Благодаря этому спасателям удалось быстро его найти. На берегу остались вещи погибшего: снасти, удочки и машина. Порыбачить он не успел. Вероника Гайнудинова, «Вызов 112». Уволить и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей. К такому решению пришли в МВД Татарстана в отношении замначальника угрозыска набережных Челнов 46-летнего Евгения Аксинина. Мужчина в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем «Сузуки», сбил 8-летнего мальчика, который ехал на самокате. Ребенка с различными травмами госпитализировали. По результатам освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения. По данному факту руководством МВД по Республике Татарстан назначена служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители. А в Нижнекамске под колеса иномарки попала 31-летняя женщина с 7-летним сыном, которые ехали на электросамокате. Автомобиль сбил их во время выезда из двора дома. И женщина, и ребенок получили тяжелые травмы. Айрат Назипов узнал обо всех обстоятельствах происшествия. На асфальте кровь, самокат отброшен на тротуар. На нем ехали 31-летняя женщина с 7-летним сыном, пока не попали под колеса иномарки. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия. По словам очевидцев, травмы у женщины были очень серьезные. Она еле могла шевельнуться. Ребенок чувствовал себя лучше. Я стояла на той стороне на остановке, слышала удар. При ударе смотрела, уже женщина лежала. Скорая приехала быстро. Женщина и ее сын были госпитализированы с травмами головы, сотрясением головного мозга, ушибами конечностей. У ребенка еще и травма живота. 24-летняя девушка, водитель иномарки, утверждает, что скорость она не превышала, а самокат двигался довольно быстро. Степень вины каждого из участников будут устанавливать автоинспекторы. Айрат Назипов, Динара Хабибуллина, Булат Абдульманов, «Вызов 112». Врезался в «Опель» и скрылся с места происшествия. Это рассказал водитель иномарки автоинспекторам, которых вызвал на перекресток улиц Гладилова и Краснококшайская. Мужчина отметил, что его машину зацепил водитель «Шкоды». После аварии предполагаемый виновник ДТП просто уехал, хотя пострадавший автомобилист ему сигналил и просил остановиться. За оставление места ДТП скрывшемуся водителю «Шкоды» теперь грозит лишение водительских прав. Найти его помогут камеры видеонаблюдения. Водитель такси устроил серьезную аварию на улице Адаратского. Мужчина выезжал из двора и хотел повернуть налево, но не убедился, что это безопасно, и столкнулся с «Шевроле». Алия Хайрудиновой таксист рассказал, что разбитая машина для него была единственным средством заработка. И хотя удар был достаточно сильным, помощь медиков никому не потребовалась. По предварительным выводам, аварию спровоцировал таксист. Он ехал на вызов и, оказавшись на улице Адаратского, не уступил дорогу «Шевроле». Поток был? Вы выехали, и вас... Да? Ехали. То есть вас, наверное, левый ряд пропускал, да? Или вы думали, что успеете? Да, не заметили?
На этом участке дороги отсутствуют знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога». Однако, учитывая, что выезжал водитель со двора, уступить дорогу он был обязан в любом случае. Вы признаете второе, нет? Конечно, виноват, чего. Hyundai принадлежит мужчине. Он рассказал, что работа в такси была его единственным заработком. Учитывая, какие повреждения получил автомобиль, на следующий свой рейс он, скорее всего, выйдет не скоро. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Нетрезвый водитель Daewoo Nexia на большой скорости врезался в «Мерседес», стоящий на светофоре на улице Гаврилова. Удар был сильный, машина разбросала по разным сторонам дороги. Как признался виновник происшествия Юлия Гоголева, у него был веский повод выпить. Ехала в роддом. Вы выпивали? Отрицать, что хорошо выпил перед тем, как сесть за руль, 36-летний водитель Daewoo не стал. Рассказал, что сегодня для этого был особый повод. По какой причине вы сегодня выпили, сели за руль? У меня дочка родилась. А, у вас дочка родилась? И поэтому надо было выпить, сесть за руль, в роддом поехали встречать? На улице Гаврилова он не заметил стоящий на светофоре «Мерседес». За рулем была девушка. Удар оказался сильным. Nexia развернула поперек дороги. Прибывшие на место автоинспекторы сразу заподозрили, что мужчина пьян. 0,811. В следующий раз легально сесть за руль он сможет на 2-летие своей дочери. Но до этого ему предстоит еще заплатить штраф 30 тысяч рублей и забрать машину со штрафстоянки. Юлия Гоголева, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Момент схода с рельс трамвая на Советской площади в Казани был зафиксирован видеорегистратором едущего рядом автомобиля. Напомним, накануне в 14 часов трамвайный вагон, сойдя с рельсов, перегородил 3 полосы движения, лишь чудом не задев едущие по дороге автомобили. Происшествие стало причиной больших заторов. В момент аварии в салоне общественного транспорта находились несколько пассажиров, никто из них не пострадал. Вероятной причиной случившегося водитель трамвая назвал неровность путей. 59-летний мужчина пострадал на пожаре в казанском поселке Салмычи. Огонь полностью охватил двухэтажный частный дом. Была угроза распространения пламени и на соседние дома. Спасти строение не удалось. Дом был каркасный, полностью из дерева. Как узнала Елена Саляхова, от него остались только сваи фундамента. Утром 2 милиции вот это. Дом на этом небольшом участке в поселке Салмыч построили недавно. Строение было каркасное, полностью деревянное. Электричество там было, а вот газ еще не подвели. И плита, и отопление работали от электроэнергии. А вы на стройке были в этот момент, когда огонь вспыхнул вообще? Нет, я утром пришел, я не видела, да. Огонь вспыхнул накануне ночью. Сообщение о том, что двухэтажный дом объят пламенем, на номер вызова пожарной охраны поступило в 23 часа. К моменту прибытия огнеборцев он горел по всей площади. Пламя грозило перекинуться и на дома соседей. Ближайший стоял в 17 метрах от эпицентра возгорания. Пожарным потребовалось больше получаса, чтобы полностью потушить пламя. Но, несмотря на все усилия пожарных, спасти строение не удалось. Пламя в считанные минуты охватило весь дом, и все, что от него осталось, это гора пепла и сваи. 59-летний хозяин успел выбраться из горящего дома. Позже его госпитализировали с ожогами 30% тела. У него пострадали лицо, туловище и руки. Наиболее вероятной причиной возгорания специалисты считают нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Елена Саляхова, Данил Филатов. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.